Глава Коми поблагодарил жителей республики, которые пришли на избирательные участки, чтобы выполнить свой гражданский долг. Как отметил Владимир Уйба, мы с вами сделали выбор, внеся вклад в общее дело. Определение всем населением страны судьбы на ближайшие годы. А еще дружно и сплоченно показали, что умеем единым фронтом двигаться к своим целям, главное из которых – развитие Отечества и повышение качества жизни россиян. Конечно, эти 3 дня – это дни, когда мы сплотились, когда мы все были вместе, когда у всех было, и вслух мы между собой говорили, что, конечно, единственный кандидат, и Россия сплотилась вокруг нашего президента. Выборы в республике показали, что мы дали очень хороший результат – 80,49% за президента. Это очень хорошие результаты на уровне страны, на уровне Северо-Запада. И, наверное, это лишний раз подчеркивает, что мы понимаем, что стране нужен сильный лидер, что стране нужна уверенность в завтрашнем дне, и стране нужно мирное, созидательное будущее. И все это сегодня связано с именем нашего национального лидера, президента страны Владимира Владимировича Путина. Искренне вам поклон за вот такую гражданскую позицию и за то, что никто не испугался, никто не остался дома, все пришли и показали: Россия едина, Россия непобедима. По итогам голосования Владимир Путин в республике набрал 80,49% голосов. Второе место у кандидата от партии «Новые люди» Владислава Дованкова – 6,49%. За Николая Харитонова от КПРФ свои голоса отдали 5,38% избирателей. За Леонида Слуцкого, который был выдвинут от партии ЛДПР, 5,8%. В выборах приняло участие 58,52% от числа избирателей, внесенных в списки для голосования. Низкая явка традиционно отмечена в Инте и Воркуте, где многие избиратели зарегистрированы, но фактически проживают в других регионах и поэтому не могут участвовать в голосовании. В лидерах же по явке сельские районы республики. Если говорить в разрезе территориальных избирательных комиссий, как мы с вами уже знаем, в течение этих 3 дней лидировала у нас Усть-Илимский район, находился в лидерах. Собственно говоря, он и показал наиболее значительную явку. Сейчас мы даже скажем. Усть-Илимский район. 77,88% явка в Усть-Илимском районе. И самый минимальный показатель по явке, как, собственно говоря, и было, опять же, в течение практически всех этих дней, это Инта, 44,1% избирателей. Прозрачность процесса голосования обеспечивали системы видеонаблюдения. Картинка с участков в режиме реального времени выводилась на экраны в Центре общественного наблюдения, который работал на базе Общественной палаты Коми. Каждый желающий мог лично наблюдать за процессом волеизъявления граждан. Общественная палата. В рамках работы общественного штаба мы отработали через наблюдателей. То есть у нас были общественные наблюдатели на каждом участке, которые были подготовлены и имели необходимые методические материалы. Плюс к этому у нас работа, как вы знаете, Центр общественного наблюдения, где в режиме реального времени можно было из помещения общественной палаты наблюдать, как проходят выборы на тех участках, которые оснащены как раз именно камерами на месте. Вся информация была в открытом формате. То есть у нас даже приходили, скажем так, наблюдатели, которые смотрели, как все это проходит вживую. Отмечаем о том, что нарушений не было. То есть все процедуры проходили открыто, прозрачно. Со стороны именно линии общественного контроля вопросов не возникает. От наблюдателя нам также приходила вся информация, что происходит на местах. И с этой информацией работали. Чаще это было информационно какие-то, либо событийные темы, которые были представлены. Наши наблюдатели также отметили, что именно хорошая выстроенная работа в участковых избирательных комиссиях на местах с точки зрения подготовки. Хорошо организованы процессы. То есть, все, скажем так, все 3 дня вопросов какого-либо препятствия общественному наблюдению не было однозначно. То есть у нас все прошло со стороны наблюдения в штатном режиме.
Отмечено несколько моментов, когда избиратели уносили бюллетени. Но если в других регионах это было связано с агрессией, то в Коми на одном из участков человек буквально умолял отдать бюллетень на память, что говорит об отсутствии негативных мыслей у избирателя, отметила эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александра Афонина. На сегодняшний момент 8 тысяч с лишним, небольшим, поступило сообщение от наблюдателей. Вы знаете, из этого количества не было ни одного сообщения, которое свидетельствовало о любом правонарушении, не только избирательного законодательства, но и прочего законодательства. Это могло быть и административное, уголовное и так далее. Не только избирательного права могут касаться какие-то взаимоотношения между людьми в помещении для голосования. Были отмечены некоторые технические проблемы, например, там, на одном из участков гас свет, но это технический момент и не является правонарушением. И было очень приятно, что избиратели достаточно хорошо к этому относились, да, иногда с шуткой, и сама атмосфера позволяла людям достаточно спокойно и беспрепятственно реализовать свое важное право, да, проголосовать за своего кандидата. И мы считаем, что это высшая ценность, наверное, да, то, что мы могли все вместе сделать, тот результат, который могли достичь. Каждый гражданин, который пришел на избирательный участок, сделал тот выбор, который он пожелал. И в отличие от других избирательных кампаний, когда по России волнами шла информация о том, что кто-то что-то заставляет делать, в Республике Коми этого не было. И вот это действительно ценно. В целом по стране результат Владимира Путина стал рекордным за все время участия действующего главы государства в президентских выборах.